Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Орден Мужества. Родственникам погибшего военнослужащего в зоне СВО передана высокая государственная награда. Реализация народного бюджета и наказов избирателей в 2025 году. Инту посетили представители республиканской власти. Северные надбавки к зарплате с первого дня работы. Готовится проект изменений в региональное законодательство. Педагог года 2025. Сотрудники общеобразовательных дошкольных организаций и центров внешкольной работы борются за звание лучших в своих профессиях. В городской администрации состоялась торжественная церемония передачи государственной награды Российской Федерации семье погибшего героя. Наш земляк Евгений Терентьев при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции проявил мужество, отвагу и самоотверженность. В актовом зале городской администрации собрались самые близкие военнослужащих, а также юноармейцы, представители общественности, ветеранских объединений и военные. Будем передавать государственную награду посмертно интинцу, героически погибшему, защищая нашу Родину и мирных граждан Донбасса от неонацизма. Терентьев Евгений Александрович с честью выполнил свой воинский долг. Он был, есть и будет истинным примером мужества, героизма и самоотверженности. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества награжден посмертно рядовой Терентьев Евгений Александрович. Орден Мужества передали родственникам интинца, не вернувшегося из зоны проведения СВО. В Рио главы округа Григорий Николаев и военный комиссар Инты Николай Литвинович. Евгений Терентьев участвовал в специальной военной операции в должности рядового. Указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества. Орден передан отцу героя Александру Александровичу Терентьеву и сыну Марку Евгеньевичу Батманову. Евгений Александрович отдал самое дорогое – свою жизнь, защищая интересы Российской Федерации. Долг живых – помнить его подвиг и всех ребят, которые отдали свою жизнь и находятся на аллее памяти. Пусть земля им всем будет пухом. Жители Интинского округа будут помнить нашего доблестного воина. Вечная слава герою. Инту с рабочим визитом посетили начальник управления по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Коми Виктор Шевцов и депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Представители региональной власти побывали в учреждениях культуры, спорта и образования. Главная цель визита – контроль реализации проектов, народный бюджет и наказы избирателей. Напомним, проект «Народный бюджет» инициирован главой Коми еще в 2016 году. Инта принимает в нем активное участие. В этом году республиканский отбор прошли несколько проектов. В Центральной библиотеке будут заменены старые окна. На проведение ремонтных работ учреждению культуры из региональной казны выделяется 1 миллион рублей. Да, рабочая поездка, связанная с подготовкой по прохождению обсуждения народного бюджета уже на следующий период. Но мы в рамках этой поездки сейчас в библиотеке, уже были в детском садике «Рябинушка», где, вы помните, тоже народный бюджет подтвердил выделение средств на проект «Теплые окна здоровья детей». Конечно, это очень хорошее направление, которое помогает реализовывать инициативу населения на то, чтобы делать лучше. Помещение большое, помещение, да, вот ему уже больше 35 лет, и, конечно, есть куда приложить руки. Первый шаг будет сделан в этом году, планируется заменить 22 окна, будем считать деньги, на что хватит, может быть, получится чуть-чуть больше, а в дальнейшем, безусловно, надо выходить, и я планирую участвовать в этом самым активным образом, выходить на модельную библиотеку. Маленькую библиотеку легче сделать модельной. У нас в Печоре, в Луговом
маленькая библиотека. Мы там заменили 3 окна, и республика выделила деньги на то, чтобы сделать модельный. И там сейчас стоит большой плазменный телевизор, там дети ходят со всего поселка смотреть телевизор, и там по-другому все задышало. В большом помещении это сделать сложнее, это требует больше средств, но надеюсь, что совместными усилиями руководства объекта культуры, городской администрации и Министерства культуры мы все равно этого добьемся. Уже в Республике Коми с 2016 года реализуется такой проект, он стал брендом. Почему? Потому что он поддержан, прежде всего, самими жителями и, естественно, направлен на то, чтобы максимально найти возможность реализовать небольшие, маленькие проекты. И их 12 направлений, в том числе, вот как сегодня мы находимся в Центральной библиотеке. Это не просто Центральная библиотека, это действительно место притяжения жителей Инты. И, естественно, когда принимали участие коллектив, мы рассматривали социальную значимость объекта. Не просто взять, совершенствовать, там, поменять. Для этого есть отрасль, культура, где есть. Но значимость того, что сегодня на базе библиотеки собираются разные категории жителей, и это действительно место социальное притяжение, и, конечно, нельзя было обойти. И мы старались максимально посмотреть, как этот проект выглядит, и эксперт, который принимает участие вот в обсуждении этого проекта по линии Министерства культуры, у нас администрации главы, нашего управления по местному управлению, мы пришли к выводу, что действительно активность жителей при обсуждении, даже на собрании самой Инты, личное участие, она позволит действительно претендовать на то, чтобы хотя бы небольшую часть выделить народного бюджета для того, чтобы поправить и улучшить место, где интийцы ждут, для того, чтобы могли здесь собираться и решать свои собственные проблемы. Вот главная цель – это прежде всего вот то, что поддерживать те инициативы, которые сегодня есть. Это как бы сближает и власть между жителями, и происходит как бы вот действительно оценка всего. Ведь все вопросы решить нельзя. Как я всегда говорю, это КВН не может решить все проблемы, так и народный бюджет. Но прислушиваться к жителям, наверное, это главная задача. В сфере физической культуры и спорта в этом году конкурсная комиссия одобрила народную инициативу, разработанную коллективом и посетителями спортивной школы «Юность». В здании по адресу улица Лунина, дом 7, будет заменено более 30 дверей. Также в этом году при поддержке депутата Госсовета Республики Коми Александра Попова в рамках реализации наказов избирателей спортучреждение сможет закупить необходимое оборудование для плавательных бассейнов. Поддержать удается. Другое дело, в каком объеме. Ну, на самом деле, вот за время с 2020 года по объектам спорткомплекса «Юность» отреставрирован зал бокса, оформленный зал самбо в школы. Там же для спортсменов, не в этом комплексе, но в 8-й школе, в 5-й школе тоже есть. Появились эти подразделения самбо. Сейчас для плавательного бассейна планируется замена разделительных дорожек по наказам, а по народному бюджету ремонт с заменой дверных блоков по всему внутреннему пространству. Конечно, хотелось бы больше. И вот мы сейчас находимся в зале пауэрлифтинга, и он тоже требует ремонта. Будем над этим работать. В ходе рабочего визита в Приполярье представители республиканской власти посетили спортивную школу «Интинская» в микрорайоне Западный. В этом году по проекту «Наказы избирателей» спортивная школа получит средства на покупку 15 комплектов хоккейной экипировки для юных хоккеистов. Стартовый состав, который будет принимать участие в соревнованиях, будет обеспечен комплектом, наверное, 15 полными комплектами спортивной формы для того, чтобы команда Инты могла выглядеть достойно. Эта работа на этом не должна закончиться. Я, когда посещал Сыктывкар Фетисов, Вячеслав Александрович обращался к нему с предложением, чтобы он посетил Ухту, дворец Капустина, и Инту, корт имени
Виктора Жлуктова. Поэтому вот он сказал, что у него в планах это есть. Когда получится, человек чрезвычайно занятой, востребованный, необходимый. Но если он к нам приедет, то тогда мы тут развернемся. Хоккейная форма у нас приобреталась лет 5-6, если не больше назад. Не, 5 точно есть, наверное. И так как детей много занимается, и сами знаете, что она может приходить в негодность, где-то рваться, где-то ломаться, поэтому форма защитная для хоккеистов обязательно нужна, потому что это дети. У нас дети занимаются где-то с 5 лет и старшая возрастная группа. Для выезда детей, естественно, нам необходима защитная форма. Клюшки, коньки, шлемы, которые защита головы. Плюс трусы спортивные, которые они необходимы, потому что есть невозможность, а то, что они выходят из строя, детки падают, рвутся, и это нам надо. Детей занимается в районе около 60 человек. И хочу сказать, что этот вид пользуется огромнейшим спросом. Мамочки и папочки приводят малышей, которые встают на коньки, сначала двигаются непонятно как, а потом и видишь, как они на глазах у тебя превращаются уже в хороших хоккеистов, уже выезжают на соревнования, уже показывают какие-то результаты. Выезжают у нас команды на соревнования, в принципе, каждый месяц, бывает и по 2 раза в месяц. То есть результаты где-то бывают хорошие, где-то бывают не очень, но это, естественно, спорт. В спорте всегда сегодня побеждаем, завтра мы проигрываем, поэтому это и есть спорт. Ну а в целом я хочу сказать, что хоккейный корт – это то помещение, где собираются и фигуристы, и хоккеисты, и все интинцы массового катания, которые любят лед. И он пользуется огромнейшим спросом, и для этого мы все-таки стараемся приобретать коньки, чтобы более-менее были на прокате. В общем, все, что от нас зависит, мы стараемся приобретать за средствование бюджета. И я очень благодарна, что в этом году по наказам избирателей к нам упадут деньги на защитную форму для наших юных хоккеистов. Расширенный репортаж о рабочем визите представителей региональной власти в Инту смотрите в одном из эфиров 5 канала. Ростислав Гольдштейн поддержал инициативу по установлению северной надбавки всем бюджетникам Коми с первого дня работы. Временно исполняющий обязанности главы республики дал поручение правительству разработать соответствующую поправку в региональное законодательство по итогам рабочей встречи с руководством Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С инициативой по установлению северной надбавки выступил председатель Федерации профсоюзов Республики Коми Алексей Кулиш. Он предложил разработать и принять закон Республики Коми, устанавливающий на территории региона процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы всем работникам, независимо от стажа работы и периода их проживания. Решение, принятое в Рио главы Республики Коми по назначению северных с первого дня работы независимо от стажа работы и места рождения, имеет судьбоносное значение для Республики Коми. На сегодняшний день не вся категория населения, которая прибывает к нам сюда на рабочие места, имеет такую льготу. Поэтому мы очень рады, я лично и профсоюз в целом, что такое решение было принято по инициативе профсоюза. Это хороший знак, что правительство смотрит в сторону работников, и наша республика на фоне этого будет намного привлекательнее в плане трудоустройства. Сегодня для получения такой надбавки в полном объеме специалисты должны отработать в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 5 лет. Исключение составляют лишь лица моложе 30 лет, если они прожили в указанных условиях не менее 5 лет и работники по наиболее востребованным на рынке труда Республики Коми профессиям. Такие категории работников государственных и муниципальных учреждений уже получают процентные надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в условиях Севера, независимо от стажа работы. Отметим, что решение вопроса по установлению максимальной процентной надбавки в северных регионах неоднократно обозначался президентом России Владимиром Путиным перед правительством Российской Федерации. Аналогичные гарантии уже приняты в ряде субъектов, например, в Карелии и Ямало-Ненецком автономном округе.
За январь порядка 150 жителей Коми стали жертвами мошенников, перечислив на их счета более 60 миллионов рублей. Аферисты продолжают совершенствовать свои схемы и обманом похищать денежные средства доверчивых граждан. За прошедшую неделю 39 жителей республики попались на их уловки и перечислили на неизвестные счета более 11 миллионов рублей. Из них 23 потерпевших ранее были информированы о способах мошенничества, но все же потеряли бдительность и лишились своих сбережений. МВД по республике Коми призывает не доверять незнакомцам, которые запугивают оформлением кредита или взломом личного кабинета. Если вас беспокоит поступившая информация, рекомендуется обратиться для проверки в банк или по телефону горячей линии портала госуслуг. Помните, что представители государственных организаций и силовых структур никогда не связываются с населением посредством мессенджеров. Самые распространенные способы обмана – это прежде всего, когда с вами связывается сотрудник якобы силовых структур, либо сотрудник банка. Между собой они передают вас от мошенника к мошеннику, тем самым вводя вас в заблуждение, не прерывая телефонные разговоры, используют обороты в плане того, что сотрудникам банка при оформлении кредита ничего не стоит говорить, так как у них ведется операция, да, и в территориальном органе банка находится сотрудник, который взаимодействует с злоумышленниками. Лица, да, то есть заявители, потерпевшие, они, как правило, доверяют им. И, будучи введенным в заблуждение касаемо того, что сотрудник банка настроен против заявителей, против его денежных средств, да, то есть вступил в сговор с мошенниками, выполняет все требования мошенников. На самом деле все это очень неправильно, потому что, да, вот мы когда с вами в банк приходим, прежде всего, что мы подходим к электронной очереди, да, берем талончик, далее мы по этой электронной очереди, по этому талончику следуем к тому или иному оператору, где у нас есть талончик. Соответственно, мы присаживаемся на скамейку, и уже оператор проверяет наши паспортные данные, проверяет нас, и уже выполняется какая-то операция. Это к чему? Это к тому, что также есть случаи того, что позвонили, представились сотрудникам и сообщили, что в настоящий момент в банке того или иного города, да, неизвестный гражданин с вашим паспортом пытается оформить на вас кредит. И для того, чтобы поймать злоумышленника, необходимо взять другой кредит, чтобы тот человек не взял на вас. И, соответственно, вот, люди хотят защитить свои денежные средства и выполняют все условия. Способы того, как все это обойти, на самом деле очень много. И об этом чуть позже. Также есть схемы мошеннические по поводу того, что с вами связывается тот или иной специалист, предлагает вам какие-то услуги, интересующие вас, и, соответственно, говорит, что вам придет код на СМС, ну, то есть, чтобы подтвердить ту или иную услугу. Фактически никто не обращает внимания, а СМС приходит с портала госуслуг, и там даже написано, что никому не сообщайте код, и люди, будучи введены в заблуждение, предоставляют код, и, соответственно, мошенник получает полный доступ к кабинету госуслуг. А там уже все анкетные данные, все необходимые данные для мошенника в отношении того или иного лица. Всего за январь в Коми поступило 149 сообщений о мошенничестве. Общий ущерб от противоправных действий превысил 60 миллионов рублей. В Инте женщина потеряла 720 тысяч рублей после того, как ей позвонили якобы из пенсионного фонда. В полицию обратилась сотрудница медучреждения. Женщина 1964 года рождения рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился работником соцфонда. Он сказал, что в ее документах нашли ошибку, из-за которой она неправильно получает пенсию. Мужчина предложил сделать перерасчет. Женщина поверила ему и назвала коды из СМС, даже не проверив, кто их отправил. Потом сотрудник заявил, что какие-то люди взломали ее карты. Он напугал женщину тем, что мошенники могут украсть ее деньги. Чтобы этого избежать, он посоветовал срочно пойти в банк и перевести все сбережения на страховой счет.
Потерпевшая послушалась и перевела 720 тысяч рублей на чужие счета. После этого мужчина перестал отвечать на звонки. Нельзя следовать инструкциям так называемых специалистов, общающихся с вами удаленно. Настоящие сотрудники госорганизаций, банков, сотовых компаний и правоохранительных органов не будут связываться посредством мессенджеров, чтобы предложить услуги или решить важный вопрос. Не разговаривайте с незнакомцами, не сообщайте им данные банковской карты и пин-коды, не предоставляйте удаленный доступ к вашим компьютерам и мобильным устройствам, не переводите деньги на неизвестные счета и номера телефонов. Соблюдение этих правил может обезопасить вас от кибермошенников и сохранить ваши деньги. Мошенничество – это не только когда с вами связываются по мобильному телефону. Мошенничество – это прежде всего связано с сферой сети интернет. То есть туда входит и мошенничество через WhatsApp, и через социальные сети ВКонтакте, и иные. Какие более, так сказать, используют схемы мошенники, они на самом деле очень обширные. Обо всех о них в рамках эфирного времени не рассказать. Но стоит быть бдительными, очень осторожными. Как правило, мошенники подстерегают везде. Если человек даже где-то потерял какую-то вещь, паспорт, мобильный телефон, житель НТ, да, пишет также в типичную ИНТУ о том, что я потерял, да, прошу там за вознаграждение вернуть. Мошенники, что называют, просматривают данные сообщества. Это не только в ИНТе, это повсеместно, это по всей России. Просматривают и далее уже, как правило, оставляют номер телефона, и мошенник связывается. Схема такая, что сначала вас мошенник попросит подойти к тому или иному зданию, да, где прежде всего находится банкомат, скажет, что я не успеваю на встречу, да, но вы мне вот мое вознаграждение переведите на банковский счет такой-то, а потом вам человек принесет телефон. Людей в данной ситуации смущает тот факт, что злоумышленники знают расположение города. То есть куда подойти, где находится банкомат. Объяснение этому очень простое. Банкоматы и как здания Сбербанка и в целом карты, они в общем доступе. То есть на сети интернет это все можно найти очень легко. Но вот людей смущает это, что якобы человек ориентируется в городе, значит он антинец, значит его намерения благие. Также бывает сфера мошенничества, когда человек едет куда-то с семьей, бывают трудности получается, в переезде с одного и того места, да, и посещает в сети интернет, то есть ищет услугу по, получается, ну, чтобы, в общем, с одного места на другое переехать, да, семьей, то есть воспользоваться, так сказать, частным водителем. Да, есть официальные приложения этому, но, как правило, там находятся также злоумышленники, связывается с вами, то есть выходит из рамок этого приложения, связывается с вами также в WhatsApp и присылает вам ссылку касаемо того, что все хорошо, однако, чтобы место было за вами закреплено, на случай того, вдруг вы откажетесь, вам необходимо проследовать по той или иной ссылке. Сама ссылка, она особо не отличается от сайта. То есть оформление одно и то же, основного сайта, где вы, получается, искали данную услугу, оформление одно и то же. Единственное, что отличие, это в самой ссылке, в буквах, в иероглифах и так далее. Но по факту это уже другая ссылка. И там граждане, когда переходят по ссылке, перед ними возникает, так сказать, окно, да, на экране или на дисплее мобильного телефона, куда необходимо ввести не мобильные данные, а данные банковской карты. Соответственно, все эти данные банковской карты, все реквизиты видит злоумышленник, потому что все эти данные приходят к злоумышленникам. Также среди мошенничеств есть, к сожалению, имеет место подготовка мошенников, да, к тому или иному гражданину. Это, как правило, периодичные звонки. То есть, наверное, часто было у всех, что он отвечает на телефонный звонок, там тишина. После чего телефонный звонок сбрасывается. В дальнейшем также мошенники, подготавливая, то есть собирая информацию для граждан, да, могут связываться от лица якобы интернет-провайдеров,
То есть стандартный звонок, с вами связались, говорит, здравствуйте, вот мы из той-то компании, у нас имеется заманчивое предложение для вас, мы готовы вам подключить, там, условно говоря, интернет там, за символическую сумму. Для человека, да, эта сумма может оказаться очень заманчивой, и он в ходе разговора предоставляет данные, соответственно, да, где проживает, адрес проживания, да, вот для заполнения заявки, чтобы к вам пришел мастер, нам необходимо ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения и так далее, и так далее. Кто-то не отвечает, кто-то понимает все это, кто-то просто не отвечает, ну, тогда мошенник может зайти, так сказать, с другой стороны. Позвонить, сказать, что да, я сотрудник банка, вас, как добросовестного плательщика, нам посоветовали банки-партнеры, для вас у нас есть индивидуальное предложение. Та или иная кредитная карта с заниженной процентной ставкой, да, и так далее. Если гражданина и этот уже вариант не заинтересовал, они будут действовать уже по-другому. Соответственно, точно так же. Способов заполучить информацию о том или ином гражданине, да, который пользуется тем или иным номером, на самом деле очень много. Поэтому также есть схемы мошенничества, да, которые используют злоумышленники через маркетплейсы. Озон, Валберс и так далее. Поэтому через другие площадки, когда приходит посылка на почту, да, гражданин вскрывает, а там находится совсем другое. Даже если он вернет посылку, соответственно, если ему даже возместят, тем не менее он же сообщает свои банковские данные, да, данные банковского счета, может быть даже кто-то фамилию, имя, отчество. Посылка была направлена по тому или иному адресу, да, соответственно, мы уже знаем фамилию, имя, отчество, адрес человека, банковские данные, реквизиты. То есть сведения достаточно для мошенника. Также имели место случаи того, что с вами связываются через мобильный телефон, говорят, что у вас заканчивается срок действия сим-карты, необходимо обратиться в офис. Вы сегодня можете? Гражданин отвечает, что не может. Мы можем сделать это дистанционно. Сейчас к вам на телефон придет смс-сообщение. Приходит смс-сообщение, в настоящее время очень много занятых людей, или просто неудобно, да, оторваться от своих домашних дел. Соответственно, гражданин предоставляет эти данные, и тем самым мошенник также получает сведения к уже госуслугам. Намного проще избежать беды, чем разбираться с ее последствиями. Такие преступления очень сложно раскрыть, а тем более вернуть деньги, так как сеть мошенников раскидана по всей стране, в том числе за ее пределами, в странах ближнего и дальнего зарубежья. В администрации округа прошло заседание комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Центр профессиональной подготовки знаний отчитался о реализации проекта «Народный университет. Серебряный возраст». Народный университет «Серебряный возраст», действовавший на базе Центра знания более 10 лет, нацелен на поддержание активного долголетия, здорового образа жизни, развитие творческого потенциала старшего поколения, обучение современным компьютерным технологиям пенсионеров. После длительного перерыва университет вновь начал функционировать. Его удалось возобновить благодаря поддержке местного бюджета в рамках проектов СОНКа. Они добавили собственные средства за рамки, скажем так, направлений, на которые мы выделяли денежные средства. Они не вышли. Мероприятия сохранены, средства местного бюджета сохранены, увеличен только размер собственных средств, которые СОНКа была вынуждена вложить в данный проект. Осенью прошлого года директор Центра знания Ирина Кузнецова заявила об этом проекте, прошла отбор и выиграла грант на его реализацию. Обучение в Народном университете «Серебряный возраст» проходило с ноября по декабрь 2024 года. В рамках проекта для пенсионеров были организованы следующие мероприятия. Обучение по программам «Основы компьютерной грамотности» и «Пользователь ЭВМ», индивидуальные консультации для владельцев планшетов и смартфонов, арт-терапия, правополушарное рисование, плейстик, современная оздоровительная система, объединяющие элементы гимнастики, танца, подвижных игр с мячом и ракеткой, скандинавская ходьба. Все занятия проводились на бесплатной основе. Состоялось несколько заседаний клуба активного долголетия. Проведено 2 мастер-класса, интеллектуальная игра, а также спортивные семейные мероприятия, игры нашего детства и веселые старты. Для занятий были приобретены магнитно-маркерная доска и мини-ПК. Создана страница проекта ВКонтакте и группа WhatsApp.
В январе 2025 года за счет собственных средств учебного центра знания продолжились занятия арт-терапией, плейстиком. Запланировано заседание клуба активного долголетия. Ну, что могу сказать? Ну, в основном рисование требовал, очень пользовался спросом рисования. А семейные мероприятия были, потому что, ну, чтобы были, собственно, пенсионеры, внуки, дети. То есть, в принципе, удивительно, но пришли, играли. Заслушав доклад об итогах реализации проекта, у присутствующих не возникло вопросов, и его одобрили единогласно. Планируется работу Народного университета «Серебряный возраст» продолжить. Специалистам Центра знания порекомендовали выходить с проектом на грантовые площадки не только местного, но и регионального и федерального значения. В Инте стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года-2025». Торжественное открытие мероприятия традиционно прошло на базе гимназии номер 2. В этом году за победу в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» решили побороться 15 педагогов из разных общеобразовательных, дошкольных организаций и центров внешкольной работы. Муниципальный этап конкурса «Педагог года-2025» будет проходить до конца февраля. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов с проведением открытых мероприятий и мастер-классов, в рамках которых участники презентуют свои профессиональные наработки, а также получат новые знания и познакомятся с опытом коллег. Ко всем участникам предъявляются высокие требования. В этом году нашему муниципальному конкурсу исполняется 25 лет. Ровно 25 лет назад, в 2000 году, мы провели первый муниципальный конкурс, на котором тоже было более 10 участников. С тех пор наш конкурс стал регулярным, постоянным, но не статичным. С прошлого года мы внесли одно интересное изменение. У нас первый этап, который называется «Медиавизитка», ушел в онлайн-формат. И это оказалось очень удачной находкой. На сегодняшний момент на странице отдела образования администрации МОНТА ВКонтакте есть вкладка «Конкурс «Педагог года-2025», где размещены все медиавизитки. Для меня было очень приятным увидеть, что некоторые визитки достигли даже просмотра в объеме 2 с лишним тысяч. И положительных комментариев, и лайков. Это позволяет познакомиться с нашими конкурсантами очень широкому кругу зрителей, и жителей Инты, и родителей. Поэтому вот этот этап мы с удовольствием оставили и в этом году. Наш конкурс перестал называться конкурсом «Учитель года». Теперь мы его называем «Педагог года», потому что в нем объединяется несколько номинаций. И в этом году добавлена 3-я номинация. Раз в 2 года проходит республиканский и федеральный конкурс «Сердце отдаю детям», в котором участвуют педагоги дополнительного образования. В этом году эта номинация также добавлена в наш общий конкурс. Из конкурсантов дополнительного образования у нас создался самый крупный сегмент. 7 участников представлять будут свою работу в качестве педагогов дополнительного образования. Это, конечно, педагоги Центра внешкольной работы и педагоги общеобразовательных организаций и детского сада. На конкурсе в номинации «Учитель года» участвует 3 человека, и 5 человек участвуют в номинации «Воспитатель года». Наш конкурс проходит достаточно долго. Практически весь февраль мы проводим мероприятия. Сегодня торжественное открытие. Сегодня мы знакомимся с конкурсантами воочию. На следующей неделе у нас проходит этап, который называется «Открытые мероприятия». Потом через неделю этап, который называется «Мастер-класс». Ну и, соответственно, торжественное завершение конкурса. Победитель каждой номинации будет представлять наш город в республиканском этапе соответствующего формата. В муниципальном этапе конкурса принимают участие учителя гимназий 2 и 3, лицея номер 1. За звание лучшего в номинации «Воспитатель года» борются сотрудники детских садов «Крепыш», «Белочка» и «Рябинушка». 7 педагогов дополнительного образования из Центра внешкольной работы, 8-й школы и «Крепыша» представлены в номинации «Сердце отдаю детям».
Каждый год на этом профессиональном конкурсе педагогов наши учителя, наши воспитатели и наши педагоги дополнительного образования всегда нас удивляют своими талантами. Раскрываются столько новых талантов у наших учителей, что мы каждый раз удивляемся. Поэтому в этом году участников очень много. Посмотрим, что они нам представят в этом году. Мы все друг друга знаем в основном у каждого потенциал, но именно этот конкурс позволяет раскрывать более высокий потенциал наших педагогов. Я всем им желаю успехов и очень горжусь нашими учителями, воспитателями и педагогами доп. Образования. Я принимаю участие уже в 3-й раз в этом конкурсе. Первый раз я принимала участие в 2020 году, где заняла 2-е достойное место. Потом в 2022 году я принимала участие в республиканском этапе. Там была просто участником. Ну а сейчас, наверное, в 3-й раз я решила, что все-таки нужно попробовать свои силы, обновить свои знания и получить массу удовольствия от участия в этом конкурсе. Участники достойные. Я думаю, что мы покажем максимум, на что мы способны. Детки у нас замечательные. Мы будем верить в то, что все у каждого получится. Педагог года – это конкурс учителей, то есть самый лучший учитель. У нас в конкурсе участвует Анастасия Викторовна, это наш учитель по технологии. По ИЗО, в прошлом году она у нас вела историю и информатику ведет. Сейчас на технологии, на информатике это очень-очень-очень занимательные уроки. Мы делаем из 3D ручки, детали, на компьютерах занимаемся. С ней очень весело, она пошутит. Делаем презентации, да. Там, все такое. Она очень классная вообще. Мы за нее болеем. Она очень хорошая, мы верим, что она победит. Да, мы будем очень рады, если она победит, потому что с ней очень увлекательно. В торжественный день открытия конкурса представители образовательных организаций пришли поддержать их коллеги. Несколько танцевальных и вокальных номеров подготовили юные гимназисты. Итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года 2025» будут подведены 26 февраля. Членам организационного комитета и жюри предстоит выявить призеров и победителей в каждой номинации. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.